Что великая Ванга предсказала Нурсултану Назарбаеву в 1984 году? Елбасы Нурсултан Абишұлы Назарбаев. Как за эти годы сбылось пророчество слепой предсказательницы? Для казахов это очень важная вещь. И почему в Акарде боятся возвращения головы последнего казахского хана? В 1984 году в одну из своих поездок Нурсултан Назарбаев попал на прием к Ванге. Предсказательница долго отказывалась принимать его, но болгарские власти уговорили поговорить с партийным деятелем одной из союзных республик. Вот что ясновидящая рассказала 44-летнему Назарбаеву. Ты будешь настолько богат, что не представляешь себе, но это богатство не принесет тебе счастья. У тебя в руках будет большая и сильная власть, о которой ты и мечтать не можешь сейчас, но этой власти ты лишишься. Духи предков очень недовольны тобой. Был правитель твоей страны, великий воин, голова которого находится сейчас очень далеко, отдельно от его тела. Когда его голова воссоединится с телом, дух твоего народа воспрянет, и у него откроется второе дыхание. Но имей в виду, именно в этот день твоя голова упадет с плеч, то есть ты потеряешь власть. Об этом событии рассказал в интервью известный казахстанский общественный и политический деятель Уалихан Кайсаров. Те, кто знает историю Казахстана, понимают, что речь идет о Кенесары Касымове, последнем казахском хане, который в 1847 году был убит кыргызскими манапами. Хану отрубили голову и передали российским властям в качестве трофея. В советское время голова попала то ли в Эрмитаж, то ли в Кунсткамеру, а потом бесследно исчезла. Говорят, что партийного Бонзу такое пророчество не обрадовало. Он всегда был мнительным и верил всем, кто был так или иначе связан с миром неизведанного. Однако именно с 1984 года карьера Нурсултана Назарбаева пошла в гору. Он стал председателем Совета министров Казахской ССР. Через 5 лет переместился в первые секретари Центрального комитета Компартии. После развала Союза в декабре 1991 года коммунист Назарбаев провозгласил себя президентом Казахстана, коим и является 27-й год. В руках Нурсултана Абишевича сейчас действительно сконцентрирована огромная власть. Он создал коррупционную Смотрим дальше. одного человека. В Казахстане нет института преемственности власти и опыта честных выборов. Сам Назарбаев и его родственники сказочно богаты. Их состояние исчисляется миллиардами долларов, которые, по сути, украдены у народа Казахстана. Целые поколения родились и выросли при Нурсултане Назарбаеве. Они никогда не видели другой альтернативы, кроме вечного президента. То есть, по сути, пророчество Ванги сбылось наполовину. В Казахстане периодически озвучивается тема возвращения головы казахского хана Кенесары. Российские власти по непонятным причинам не желают ее отдавать.